Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас, мои дорогие, любимые, я сделаю отсыпочку на месяц июнь. Давайте посмотрим, что ждет вас в июне, с чего начнется лето. Какие необычные судьбоносные события готовит вам судьба именно в первый месяц лета. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои хорошие, самые лучшие в мире, я хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Итак, мои хорошие, настраивайтесь, загадайте на себя, задайте вопрос либо мысленно, либо вслух от своего имени. Так и спросите, что ждет меня в июне, каким будет для меня этот месяц, что судьба мне готовит в начале лета. Ну и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, как вы ручки вверх подняли! Какой хороший знак! Ну, радоваться будете, радоваться. Вы, во-первых, очень плотная такая фигурка, прям такая коренастая, серьезная, упитанная. Не пугайтесь, на песке чем объемнее фигурка, тем здоровее, тем счастливее человек. И если фигурка выходит прям такая вся тонюсенькая, худюсенькая, то человек болеть будет, либо много неприятностей, сил не будет хватать. А у вас, смотрите, прям такой человечек плотненький, такой пухлячок прям вышел. А в правой руке у вас прям рыбина, такая хорошая толстая рыбина. А в левой руке, видите, у вас лошадка с таким длинным хвостом. Смотрите, такая поджарая, красивая лошадка. Кстати, это даже не лошадка, это больше похоже, смотрите, на единорога. Ух ты, какие чудеса вас ждут в июне. Кто зашел на эту отсыпку? Мои дорогие любимые. Случайности не случайны. Если вы зашли именно на это видео и вы его видите, значит судьба через меня как медиума передает вам важную информацию. Лошадочка, единорог у вас прям в левой руке, да, держите ее, за уздечку держите. А в правой, смотрите, какая пузатая рыба. Прям пузатая. Это очень крутой знак. В песке там нет понятия икры. Есть пузатые рыбы, беременные рыбы. А это значит, что придут большие деньги, и денег будет становиться все больше и больше. Потому что у рыбки очень большое пузико. В нем очень много маленьких рыбок. Так что денег будет все больше и больше. Здесь у вас, смотрите, образ акулы. И она у вас у ног. Победа над какими-то недоброжелателями, либо каких-то зажравшихся опасных людей, конкурентов, соперников вы оставите позади, с носом оставите. Да, смотрите, какая акула не мелкая, но она у вас у ног. Вы возвышаетесь над этой акулой. Очень классный знак. Ну и давайте пойдем по порядку. Вот тут звезда, видите, в самом основании звезда. Она хоть и небольшая, но она есть. И эта звезда у вас буквально под ногами лежит. Видите, вот он ваш образ. Вы, кстати, в правую сторону идете, правильным путем пойдете. А звезда у вас под ногами лежит. Все, что вы делаете, это правильно. Все ваши идеи, задумки, замыслы, планы, это все правильно. Вы в правильную сторону идете, в правую, в свою сторону идете. Звезда обычно означает мечту. Мечту либо желание. У вас эта мечта либо желание прям под ногами лежит. Даже не надо ничего делать, не надо за ней тянуться, в космос лететь не надо. Она уже упала, просто ее нужно как найти, поднять и порадоваться.
звезда под ногами. Может быть, это подарок судьбы, да, потому что вы постарались, вы хороший человек. Обычно хорошим людям судьба всегда помогает, и мечты и желания как в награду исполняет. Ну, звезда под ногами. Дальше. Вижу вас с каким-то инструментом в руках. Не могу сказать, что это. Я далека от мира инструментов, но это явно какой-то инструмент. Инструмент, который вам будет помогать на протяжении месяца. Этот инструмент вы либо приобретете, либо обретете. Да, что-то полезное. Инструментом, кстати, могут показать и знания, информацию, может быть, действительно какие-то приспособления в виде инструментов, но что-то, что будет вам помогать. То, что вы гордо несете в руках, и вы этим прям работаете, да, не просто несете, вот он мой трофей, а вы этим работаете. Хороший знак. Крючок пустой показан слева. Не попадетесь на какую-то уловку, либо какую-то замануху, либо какой-то обман. Видите, такой рыболовный двойной крючок. Вот он. Ну, кто рыбалкой занимается, либо, в принципе, когда-то видел, да, вы вот видите, вот он крючок двойной, пустой. Наживки на нем нет. Это верный знак того, что вы не обманетесь, и верный знак того, что на крючок вы точно не попадете. Кто бы этот крючок вам не подкинул, не закинул, но вы мимо пройдете. Он у вас влево уходит, опять же, у вас под ногами находится. За спиной у вас большая птица с длинным таким хохолком. Птица, которая сидит. То есть это ваша птица, это вы как птица. Вас буквально в июне назовут добрым вестником, да, потому что вы будете ходить, распространять информацию, помогать, подсказывать, давать советы. Вы будете знать больше, чем другие, и вы будете щедро делиться этой информацией. Вам люди будут рады, вот прям будут ждать вас, будут вам радоваться, словно бы дети. Каждый будет счастлив с вами пообщаться, каждый будет счастлив получить от вас подсказку, либо какой-то совет. Очень вы востребованы. Если ваша работа связана именно с разговорным жанром, то есть вы, может быть, менеджер по продажам, может быть, вы там продавец-консультант, может быть, вы человек, который проводит какие-то важные консультации. Вы востребованы как никогда, как никогда. Казалось бы, лето, люди хотят отдыхать, но нет. У вас прям работа, к вам идут, вы добрый вестник, вы тьму разгоняете, вы лампочки включаете, солнце зажигаете, и к вам прям люди пойдут. Еще волны показаны. Волны, но волны вертикальные. То есть эти волны – это разговоры, это реклама, это вот то самое пресловутое сарафанное радио, которое будет просто вот непосредственно вокруг вас. Вы ничего не делаете, вы спокойненько работаете, а люди с друг другом делятся, что вот она классный специалист, мне помогли, помогут и тебе, вот иди именно к ней, да, вот такая вот реклама запустится. Кстати, вот эта реклама, она самая лучшая. Вот бывают люди там деньги тратят, себя рекламируют там, в интернете, по телевидению, радио, да, не знаю, кто радио сейчас слушает или нет. Я давно не слышала радио. Ну, в общем, неважно, да, в машине, скорее всего, слушают. Вот. А вам ничего делать не надо, вы вообще ни копеечки не тратите, но люди вас хвалят, вами восхищаются и друг другу советуют, да, вот такие вертикальные волны, крутой знак. Так, с правой стороны здесь у вас листочек, но листочек какой-то необычный. Может быть, даже как на пальмовый листочек похоже. Но вообще пальмовая ветвь – это знак мира. Мира, примирения. Также человек с таким знаком может к любому подход найти, с любым человеком договориться. Человек может запросто, да, с кем-то помириться, либо восстановить отношения, либо наладить отношения. Да? То есть, видно, будете мириться с теми, с кем в ссоре, либо с кем у вас там немножечко нестыковки были.
И также по этому листочку могу смело сказать, что какой-то новый человек рядом с вами появится. Не такой, как все. Может быть, с экзотической внешностью, может быть, другой национальности. Тут и знакомство, и дружба может проиграться. И даже любовные отношения могут проиграться. Но раз справа показали, значит, это прям важно, нужно и полезно. Да? Будь то человек, будь то с кем-то помириться, договориться, кому-то найти подход. Но этот листочек, он, смотрите, прям в руки вам сам летит, падает, прям, я бы сказала, торопится к вам в руки. Еще здесь бумеранг показан. Но бумеранг какой-то прям двойной. Видите, вот он один, а вот он второй. Один покрупнее, другой поменьше, поуже, я бы даже сказала. Эти два бумеранга, судя по их расположению, вы как-то неосознанно запустите. Может быть, вы даже и думать об этом не будете, но тут сработает ваша защита, ваша родовая система и те, кто вас берегут. Скорее всего, как два нападения будут, возможно, магические нападения, да, потому что все-таки бумеранги, они просто так не летают, тем более без вашего ведома. Это не ваше желание наказать, отомстить, это как данность. Да? Вот кто на меня с мечом пойдет, тот от меча и погибнет. Да? Это же не просто так тоже люди придумали. Защита, да, скорее всего, ваша защита сработает, и два бумеранга будут запущены. Один покрупнее, другой помельче. Даже без вашего ведома. Даже если вы людей просите и скажете, ну ладно, нет претензий, как бы проехали, забыли. Бумеранги полетят. Вот просто полетят. В наказание, в науку. Вас нельзя обижать. Вы не тот человек. Вот не к чему прикопаться, понимаете? Чиста со всех сторон, как хрусталь, как стекло. Таких людей это большой грех обижать. И те, кто на вас вот нападает, либо зло вам желает, либо зло для вас делает, они пожалеют. Они очень пожалеют. Даже при условии, что вы их простите. Да, вот как полетят эти бумеранги, даже без вашего ведома. Даже если вы не хотите, будете сопротивляться, но, понимаете, это закон. Закон Вселенной, закон нашего пространства. Таким нужно гордиться. Да? Вот это какая-то особая привилегия, которой вы наделены. Вот вам бумеранга полетят. Так, еще здесь показан какой-то лебедь. Шея длинная. Ну нет, это не гусь, это лебедь, потому что перья такие прям красивые. Лебединая любовь, лебединая верность, лебединые чувства. Какой-то романтик у вас намечается. Если влюбитесь, то влюбитесь взаимно. Вот прям 100%. Влюбитесь по-настоящему и на всю жизнь, можно так сказать, да, лебединая верность. Если вы замуж будете выходить именно в июне, либо кто-то из ваших родственников будет жениться, выходить замуж в июне, знаете, что эти люди друг друга по-настоящему любят, и любовь их продлится всю жизнь. Люди будут абсолютно друг другу верны, преданы, честны с друг другом. И отношения невероятно теплые и нежные будут. Так, еще по лебедю могу предположить, что кто-то вернется. Ваш избранник, избранница, тот, кого ждете, тот, о ком думаете. Может быть, человек живет в другом городе, может, там работа, да, не позволяла вам быть вместе. Ну, вот как любовное какое-то желание, любовная мечта 100% исполнится. Да, вот вернется человек, либо восстановятся отношения. Опять же, у нас лебедь за пальмовой ветвью сидит. Может, помиритесь наконец-таки, поймете, что ругаться нельзя, что любите друг друга, что без друг друга вам очень плохо. Но прям с правой стороны вот радость от этого идет. Дорога какая-то еще показана, прям широкая-широкая, от креста уводит. Найти выход в сложной ситуации, либо, знаете, вот говорят, отведут, ангелы отведут от какой-то беды, от какой-то неприятности. И не просто отведут, а как замена, знаете, вот это автозамена. Что-то было неправильно, либо что-то было плохо, а вам вот меняют на что-то хорошее.
Крестами обычно показывают сложные проблемы, проблемы со здоровьем, неразрешенные ситуации, кармические задачи, испытания тоже могут показывать крестами. Ну и тяжелую жизнь, тяжелую судьбу крестом показывают. Но здесь вот именно отводят и на широкий путь вас приводят. И именно ангелы, а ваши хранители. Те, кто вас берегут, те, кто вас любят. Так, с левой стороны акула, я вам уже говорила, да, это недоброжелатели, это завистники, это конкуренты, конкурентки, всякие там соперники, соперницы. Акула у ваших ног. И акула, у нее, видите, пасть беззубая. Ну, у акулы же самое страшное – это ее зубы. Да, она большая, и масса тела у нее большая, но это как бы не столь важно. Киты, они тоже большие, но для людей они не опасны. А акула опасна именно своими этими челюстями, да, зубами, которые у нее там несколько рядов, там, на протяжении жизни постоянно они у нее там растут, меняются. Это опасный морской хищник. Смотрите, акула беззубая, акула у ваших ног, но явно обезвредите. Либо явно такой панч дадите, что эта акула вот и зубы потеряет, да, и навсегда поймет, что с вами связываться нельзя, что не по Ваньке шапка, да, не на ту напала, не на того напала, да. Такая, знаете, славная победа над плохими людьми. Что вы сделаете, не показано, но акула у ваших ног, и она беззубая, как я уже говорила. Еще здесь показаны сломанные копья. Ножи, копья, мачете вот тут показано. Оно все сломанное в нерабочем состоянии. Вот еще какой-то нож тут прям согнулся. Здесь поломанные копья лежат. Ну, копья, ножи, мечи – это слова, бранные слова, обвинительные слова, это злословие. Это претензии, это обвинение, это вот какой-то негативчик, да, вот именно словесный негативчик. Это все поломано, оно не рабочее. С левой стороны, скорее всего, вас за вашей спиной в чем-то обвиняли, какие-то претензии были по поводу вас. Возможно, вас осуждали, обсуждали. Возможно, сплетни рекой лились по поводу вас, да, вот это все сломанное. Кто сломает, как сломает, здесь не показано. Но, скорее всего, у каждого будет по-своему, да, вы же все разные, не может же быть одна история на всех. Но вот нет, разговоров не будет, прекратятся, затихнут. И, в принципе, да, оружие сломано, ножи сломаны, загнуты, копья сломаны. То есть желание дальше вас обсуждать, полоскать ваше грязное белье вот точно ни у кого не возникнет. Может, кто-то заступится, может быть, повестка поменяется, может быть, эти недоброжелатели, злословщики, да, своими жизнями займутся. Вот у каждого будет по-своему. Но вот острое оружие, оно все сломано. И вам уже не грозит и не вредит. Дальше. Единорог. Но это чудо. Это чудо, это магия, это невероятные мистические события. Единорог – это лошадь, у которой вот такой длинный рог. Да? Волшебное животное, которое там и желание исполняет, и по небу летает, как Пегас. В общем, вы эту лошадь держите, этого единорога держите в левой руке. И держите именно за уздечку. То есть этот единорог работает на вас. Смотрите, если вы давно искали работу, либо вы хотели каким-то видом деятельности, бизнесом заняться, на чем-то зарабатывать хотели, вот не могли, у вас не получалось, да, вот как что-то не так происходило, то именно в июне все сбудется. Даже если вы, например, не ищете для себя работу, но вы мечтаете, чтобы ваш близкий человек устроился на хорошую работу, то ваше желание 100% исполнится. И исполнится оно благодаря вам. Как говорится, вашими молитвами дверь в офис откроется, да, либо на производство, либо собственное дело выстрелит. Вы молодец в этом плане. Молодец, что не сдавались, и молодец, что вы
не паниковали, а действительно вот прям загадывали, просили, кто-то молился, кто-то обряды делал. И вам теперь не лошадь дают, а целого единорога. Это же прям замечательно. И исполнится лучшим образом. Если был какой-то застой в вашей деятельности, допустим, вы уже давно занимаетесь бизнесом и видите, как бизнес прям чахнет на глазах, и вы не знаете, что предпринять, то единорог, он точно все исправит. Здесь как резкий всплеск, динамика, в гору пойдет все, и деньги пойдут, и прям какие-то перспективы откроются заоблачные, потому что все-таки единорог очень хороший знак. И еще с левой стороны показаны какие-то обиженные люди. Я не могу по-другому их назвать, они действительно обиженные, они с мрачными лицами, и такие, знаете, вот прям худые, исхудавшие. Вот как я вам здесь говорила, чем крупнее фигурка, тем человек лучше себя чувствует. А здесь прям такие, как сосульки, исхудавшие люди, обиженные жизнью, либо обиженные на вас. Смотрите, эти люди будут заискивать перед вами. Эти люди будут пытаться все исправить. Эти люди будут каяться, исповедоваться перед вами, выпрашивать прощения, искать вашего расположения, да, вот какая-то бурная деятельность со стороны этих людей. Возможно, в свое время эти люди от вас отказались, возможно, нос отвернули, возможно, даже как-то пренебрежительно с вами поступили. Вы знаете, типа, кто ты такая, как тебя зовут, а зачем ты здесь, ты нам не ровня, да? Вот. А теперь вы им очень потребуетесь, и они прям порог вашего дома будут оббивать, лишь бы вы смилостивились, и лишь бы вы позволили этим людям, хоть рядышком с вами постоять. Вот что-то им нужно от вас. Ваша ценность в глазах этих людей вырастет, что они будут готовы пойти на все, лишь бы с вами в хороших отношениях быть. Не могу сказать, мужчина и женщина, может быть, это смешанная пара, может и мужчина, может и женщина. У каждого по-своему отыграется. Но эти люди в свое время вас обижали. И мне идет какое-то пренебрежение и унижение вашего человеческого достоинства. Да? А теперь видите, как все поменялось? Карусель жизни. Да, теперь будут стараться. А вот здесь еще слева показано, как будто бы лавина сходит. Но сходит не в вашу сторону, а в противоположную. Лавина – это опасность. Лавина – это что-то страшное, это стихия, неконтролируемая стихия, которая для людей прям очень опасна. Да? Давайте будем откровенны, это очень опасно. Это какое-то очень резкое событие, опасное для кого-то, но совершенно безопасное для вас. И знаете, эта лавина, она ведь оголяет то, что под ней было. Это какая-то гора. И, скорее всего, как что-то сдвинется с мертвой точки. А возможно, лавина пойдет именно на тех, кто эту гору перед вами выстроил. Вот мне вообще еще идет так, что кто-то эту гору перед вами выстроил, либо вас перед этой горой поставил, типа факт, да, вот теперь это твоя проблема, и делай с этим, что хочешь. И вот эта лавина, она как раз-таки пойдет на тех людей, которые вам эти горы создавали, либо эту одну гору создал. В общем, бояться вам нечего. Наоборот, готовьтесь к очень резким и неожиданным событиям, совершенно безопасным для вас, но опасным для плохих людей. Вот как-то так. Дальше. С вами кто-то чем-то будет делиться, либо что-то отдавать свое. Не могу сказать, по доброй ли воле человек действует, может быть, по принуждению закона, суда, либо... Может быть, человек даже как-то от вас откупиться пытается. Но, может быть, это вселенская справедливость. Да? Там человек себе набрал больше, чем надо, либо вас обобрал в свое время. А теперь вот как вам назад отдает, вот как делится. Мне вообще идет, что делится. Что-то свое отдает вам. Может быть, это будет чисто физически выражено. Да? Вот придет человек и вам что-то принесет. Может быть, это будет выражено именно в эфире, да, это будет именно энергетическая дележка, да, вот энергетически поделитесь. Допустим, как пример, да, давайте возьмем там отстраненный пример, допустим, у вас
с кем-то была конкуренция, и человек с вами очень нечестно конкурировал, там себе всего забрал, у вас отобрал, вас лишил. Ну, я скажу, что вам прилично так достанется, и вы от этого, пожалуйста, не отказывайтесь. Это все по правде, это по чести, по совести, по закону, по справедливости. Немножечко растрясут этого человека, я так понимаю, высшие силы, ну, либо закон, может быть, силовые органы, как правоохранительные органы, кто там, органы исполнительной власти. Вот. То, что ваше, то к вам и придет. Дальше спичка горит тоже с левой стороны. Спичка – это хорошо, и то, что она горит, это хорошо, это свет, это что-то узнать, увидеть, рассмотреть, то, что было недоступно, то, что было скрыто, то, что не видели, не замечали. Может быть, кому-то присмотреться, может быть, увидеть зло в чьих-то глазах. Огонь, он ведь не только показывает, освещает, он еще и очищает, да? Может быть, какие-то заблуждения были, может, вас кто-то вот ввел в заблуждение, может быть, вам наговорили с 3 короба, вы в это поверили, а может быть, в ваших глазах какого-то человека оболгали, и причем так убедительно, что вы в это поверили. В общем, все раскроется, все вскроется. То, что не видели, все увидите. То, что было ошибочно, все это выйдет на поверхность. Во всем разберетесь, все станет ясным. И также, кстати, огонь, он ведь путь указывает, да? Освещает и указывает путь. Ну и тьму разгонит, да? Какой бы эта тьма ни была. Горящая спичка, горящий огонь, он всю тьму разгонит. Это у вас, кстати, тоже с левой стороны. То есть неожиданно. То, чего не ждете, то, к чему не готовитесь. Так, правая сторона. Тут женщина очень красивая. Очень красивая женщина в какой-то идеальной форме, по-другому и не скажешь. Красивая одежда, хорошо выглядит, хорошо себя чувствует, невероятно привлекательная и невероятно ресурсная. Вы, как женщина, будете привлекать очень много внимания, прям очень много. Вот. А мужчину показывают с такими большими широкими плечами, прям так четко на ногах стоит, уверен в себе. Да? Вот у мужчины уверенность в себе появится, у мужчины сила появится. У мужчины разум очистится. Ну, прям идеальная пара на самом деле. Да, если вы в отношениях, то месяц будет очень хорошим именно для вашего личностного роста, для вашего самочувствия, для вашего здоровья и для вашего становления. Что для мужчин, что для женщин. Единственное, что хочу вас предупредить, что очень много глаз будет на вас смотреть. И не все эти глаза хорошие, не все эти глаза добрые. Понимаете? Даже если вы этого не хотите, даже если вы всячески этого избегаете, все равно вы всем людям глаза не позакрываете. Да? Все равно будут те, кто будет там недоволен, либо завидовать начнет. Кто-то восхитится, порадуется за вас, а кто-то обозлится, начнет завидовать. Вот об этом вы должны знать. Не пренебрегайте средствами защиты. Молитвы, обереги, да, шепотки, защитные обряды, ритуалы. Применяйте, понимаете, это несложно, это недолго. Это не требует от вас каких-то сумасшедших капиталовложений, либо затрат времени. Это ваша защита, это в ваших интересах. Да, вы хорошо выглядите, конечно, все на вас смотрят. Смотрят и не всегда, к сожалению, по-доброму. Так, еще я вижу какого-то как добытчик, не знаю, добытчик, потому что у него в руках огромная, либо у нее в руках огромная ложка, и в этой ложке прям что-то с горкой лежит. Добытчик, вас добытчиком назовут, либо вы назовете кого-то добытчиком, но это с правой стороны. Прям радость от того, что эта ложка огромная появляется, еще и с горкой в ней что-то насыпано. Так много, так приятно. И семьей радуйтесь вашему добытчику. Он такой прям интересный знак. Но ложка огромная и с горкой там все. Так, книга какая-то перед вами откроется. Ну, доступ к знаниям, доступ к информации. Кстати, еще книгой показывают всякие правовые вещи,
связанные с добычей нужных и полезных документов, справок. Перед вами открывается книга. У кого-то действительно обрести важные знания, у кого-то обрести важные нужные документы. Кстати, еще книгой могут показать всякие госорганы, бюрократические организации, да, в таком плане. То есть двери этих организаций для вас будут открыты, причем открыты навстежь. Так, женщина. Женщина выше, мужчина ниже, но у мужчины в руках просто какой-то огромный букет, в 2 раза выше, чем он, этот букет. Мужчина сделает предложение женщине. Он женщину очень ценит, он женщину уважает, он женщину на пьедестал просто вот ставит. Смотрите, это предложение может быть и любовного характера, да, вот давай встречаться, давай поженимся. И также это предложение может быть делового характера, да, давай посотрудничаем, давай, может быть, там бизнес какой-то замутим. В общем, предложение на миллион. Предложение очень шикарное, букет гигантский. Так, еще показано, что вы коньки снимете. Не знаю, зачем вам летом коньки, но явно они вам мешали. Было скользко, было неприятно. Ну, коньки это, конечно, такое про неудобство. Да? Может быть, какое-то положение у вас в жизни было, как скользкое положение. Боялись упасть, либо вам нужно было очень сильно группироваться, чтобы сохранить, например, баланс. Стоять на этих коньках, ходить на этих коньках. Но я вижу, что вы их снимаете. Причем снимаете как-то по одному. Сначала один снимете, а потом через, может, там, пару часов, может, пару дней другой снимете. Избавиться, может быть, от страха, неуверенности, либо от шаткого положения в жизни, чего бы это ни касалось. Ну, вы теперь без коньков. И это прям хорошо, прям облегчение идет. Вам точно понравится. В самом венце ракета, которая взлетает. Но ракета маленькая. Какое-то крутое начинание, достижение, либо очень быстрое, резкое развитие событий. Ракета. Но это ближе уже к концу месяца у вас произойдет. Да? Взлетит, пойдет на взлет эта ракета, либо начнет взлетать. Тоже, кстати, слева для вас это будет неожиданно. А может, вы начнете что-то, да, и так все у вас дерзко, резко пойдет. Вы такая, ничего себе, кто бы мог подумать, да, я бы раньше эту ракету запустила. И еще в венце показывают вас, и у вас щит в руках. Такой, знаете, вот как эти в полиции используют, такой на весь рост щит. Щит. Защищаться, либо почувствуйте себя защищенной, защищенным, под защитой. Да, с таким-то щитом вообще ничего не страшно. Не могу сказать, где вы его возьмете, либо по какому случаю вам этот щит перепадет. Но с щитом вы прям себя чувствуете на все 100. На все 100, на миллион прям чувствуете. Вот какие-то страхи, комплексы, сомнения, переживания, тревоги, заботы. Вот это все начнет уходить. Вам с этим щитом никого и ничего не страшно. Да? Бывают люди, у которых там панические атаки, люди мнительные, люди, которые могут себя накрутить там, на всякий негатив. С этим щитом ни внешне, ни внутренне не сможет на вас повлиять, либо вас пробить. Вот щит очень крутой, и вы его обретаете, вы прям с ним, да, вот с ним и прям другие ощущения. Блеск в глазах, мне ничего не страшно, у меня все получается, у меня все будет, да, мне никого бояться. Уверенность в себе растет, да, уверенность в себе и также уверенность в завтрашнем дне.
То есть не тревожность, что, о боже, что будет завтра, все будет плохо, все пропадет. Нет, а уверенность, что все будет хорошо. Но это добрый, это очень добрый знак для вас. Судя по этой отсыпке, июнь для вас просто волшебный. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.